Я поехал в Кемерово поступать на стоматолога, потом у меня ревматическая болезнь была. Болячки были, и тут бросил учебу. И после этого я поступил работать в художественное училище и солдат. Мутная история с водой повторяется каждую весну. Главная причина загрязнения – половодья на реках Якутии. По мнению жителей столицы, жидкость из-под крана даже в бытовых нуждах использовать противно, а не то что пить. Если абонент не устраивает... В 1987 году там был мастер по изготовлению хомуса, полковник Яков Кононович. Ему дали задание, что побольше делать хомусы, что интересуется, поэтому он выбрал одного человека подмастерья, он выбрал меня своим учеником, и он учил меня, как корпусы делать, как хомусы, как настраивать, что такое язычок, что такое корпус. Ну, короче говоря, я начал только от него. До этого я в школе играл на хомусах, на готовых, а как его делать, я не знал. Говорят, шаман боится от огня горна. Есть такое специальное железо сокопче. На этой железе делают дырку. Если посмотреть через эту дырку, то шаман сразу умирает. Bitti. Hani olanı ne katkıdır da. Hem bunların bu manada nasıl bırakılıyor? В каждом месте сюда ударишь, это уже вот это место все равно каждый раз меняется. Как этот будет кому звучать, я знаю только примерно. Точно так будет звучать. Это очень сложно.
Я сейчас учу и заочное отделение, взрослых учу 9 месяцев, и в 7-м лицее работаю, там художественный изделие из металла. Я думаю, что сейчас мне повезло, чтобы учить свой опыт дать молодому поколению. Когда обучаю, я думаю, чтобы они тоже станут мастерами и будут тоже вспоминать своего учителя. Я так думаю. Я думаю, что кузнец никогда не богатеет, но с голода тоже не помрет. У него всегда работа будет, и он на среднем уровне все равно жить будет. Точное звучание зависит от дозора хомуса, но от тонкости язычка зависит долгота иглы, и поэтому это самое, по-моему, самое трудоемкое, самое сложное это вставка язычка, самая сложная работа, тонкая. Вот я думаю, сейчас этот уже достаточно. Я его стащил. Можно ставить язычок. Да, вот сейчас самый кульминационный момент. Сейчас попробуем первый звук хомуса.